Ольга Киевская. Баллада о матери. 41-й год потерь. И страх заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше темно-рус. Все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй пацан безусый, слишком юн, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя, «Наин», твердил он важно, — «расстреляет». Нет, она просила, «Пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирает». Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если и первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу! Мук таких сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: битте! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляет. Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить с сыночком, не цвести. Дура, матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь.